Всем привет, меня зовут Эрик, и вы смотрите специальный проект «Дети-герои». Как всегда, мы знакомим вас с настоящими героями нашего времени. Наш проект о детях, которые совершили настоящий подвиг, спасли жизнь человека, помогли расследованию, не остались равнодушными к чужой беде. Среди них есть и те, кто совершает подвиг каждый день, побеждая свою неизлечимую болезнь. Наши герои – герои не на словах. У всех есть медали, грамоты, а самое главное – любовь и признание близких. Сегодня я познакомлю вас сразу с двумя героями. Артур Сайфутдинов и Альберт Гумеров – парни, для которых вода не просто жидкость, которую мы пьем. Для них вода имеет особое значение. Альберту Гумерову 18 лет. Он живет в селе Зеркан Мелеузовского района. Прошлым летом он спас жизнь маленького человека, а точнее 5-летнего Ромы. Первое время боялся вообще ходить на белую, купаться. Был в шоковом состоянии, еще никак в себя прийти не мог. Потом как-то это прошло, начал обратно купаться, обратно также играть. Артуру Сайфутдинову тоже 18. Он живет в Стерлитамаке, мечтает стать паралимпийским чемпионом. В плавание меня привели родители, так как у меня проблемы со здоровьем, а плавание улучшает нервную систему и как бы улучшает мои проблемы со зрением. Я себя чувствую как рыба в воде. Герой сегодняшнего выпуска очень скромный и не любит хвастаться своими победами. Альберт вообще не хотел вспоминать тот самый летний день, когда ему пришлось стать героем. Только после длительных уговоров режиссера он, собравшись силами, рассказал нам обо всем. Это было в середине лета. Я с друзьями, мы как после работы, поехали искупаться, грязные были. Я на бревно залез, смотрю, там мальчик. Посередине белый, он уже давно уже там был. Сначала не обратил внимания. Когда он под воду уходил, я прыгнул быстрее за ним, чтобы вытащить его на берег. Его вытащили, говорили, что там еще второй был с ним. Что поплыли с друзьями и обратно второго искать. Отца. Отца мы не смогли найти, уже сколько там ныряли, по минут 30-40, наверное, ныряли, не могли найти. Думали, что течением снесло. Потом сполоснулись и уехали домой. На следующий день я узнал, что он был под бревном, где я сидел. Там в начале берега, метров 5, наверное, или 3, мелко. А потом уже как котлован идет. Некоторые ныряют, даже достать до дна не могут. Там может, из судороги свело, он и ушел туда. От этого рассказа просто мурашки по коже. Подумать только, был обычный летний день. Никто даже не думал, что кто-то начнет тонуть. И тем более, что кому-то понадобится помощь. Он мой друг был. Поздоровался я с ним. Он себя хорошо контролировал. Ребенка на шею положил, на плечи. И ходил с ним. И потом уже около глубины, и это все началось. Его уже не видать было. Альбертом гордятся все его близкие и знакомые. Только у него есть чувство вины. Есть чувство вины, что не смог. И хоть рядом плавал и не заметил, что он тонул. Я очень сильно переживала сперва, когда узнала, потому что было очень жаль Настю, что муж у нее умер. Но была горда, что мой сын спас хоть сына. Настя очень хорошая мать 2 детей. Пришла когда на работу, мне сказали, что Настин муж утонул, а какой-то мальчик спас этого мальчика. Но я и не думала, что это Альберт. Потом только я уж
поняла, что это Альберт. Скрывал, что я спас. Потом пришли ко мне, ну, поблагодарить. Мне как-то на душе легче стало. Потом, считаю, через несколько месяцев вызвали в Мелиоз, наградили. Где-то грамоту дали. Этого мальчика я пока еще не видел, но он здесь, в Зергане, живет, ходит в садик, до сих пор туда не ездил даже. Не по себе становится. Но мы уговорили Альберта поехать с нами на то злополучное место. Правда, когда мы снимали эти кадры, еще была весна. Снег только таял, природа просыпалась ото сна. Вот на этом месте все это произошло. 22 июля. Вода – это источник жизни, который мы пьем. Без воды мы никто. Но иногда бывает так, что она забирает жизни, забирает хороших людей, что потом без них тяжело. Но жизнь идет дальше. Как хорошо, что ты смог спасти Рому. Значит, ему было суждено жить. Мы надеемся, что когда Рома вырастет, обязательно будет знать, что вода может стать причиной беды. Ну а для нашего второго героя, Артура Сайфудинова, вода – источник новых побед. Это уже обратная сторона медали. На моем почетном месте чуть больше 100 медалей. Ну вот это у меня самая первая медаль. Это я ее получил, как только пришел в плавание. Для меня был просто такой восторг и такая гордость. Был я тогда вторым. Но это я выступал среди здоровых ребят. В этом году я получил вот эту медаль с чемпионата России. Первое место. Это одна из самых значимых медалей в моей жизни. А также вот эти медальки. А, нет, извините. Вот эти 3 медали. Это были международные соревнования в Хорватии. Первый мой выезд за границу. Запомнил лучше всего соревнования в первый раз, когда начал выступать по инвалидам, так сказать. С этого соревнования я привез 10 золотых медалей, что для меня было вообще удивительно. 10 медалей за одно соревнование. Вот это рекорд. Это как к ним готовиться-то надо? Перед стартом я думаю о дистанции, думаю, как я ее проплыву. И все это делаю, размышляя под музыку. Я слушаю рок, потому что эта музыка меня бодрит. Если Артур занимается плаванием, то Альберт не может представить своей жизни без тяжелых гирь. Для юного спасателя гири – это источник сил. Спортом занимаюсь с 1 класса. Сначала занимался дзюдо. Дзюдо я занимался до 5 класса. Потом перешел на лыжи и на гири одновременно. И вот с тех пор занимаюсь гирями. Кроме гири занимаюсь штангами и различными тренажерами, чтобы развивать все телосложение мышц, чтобы все было накачано, чтобы не было такого, чтобы что-нибудь поднял, там спина болела или еще что-нибудь. Рекорд я не ставил еще рано ставить. Максимум я могу поднять штангу до 160-170 килограммов. Мне плавание с первого занятия понравилось, я влюбился в этот вид спорта.
Так что я и до сих пор не жалею, то, что пошел и выбрал этот вид спорта. Если вы помните, в начале нашего выпуска Артур сказал нам, что пришел в плавание для улучшения здоровья. Юный спортсмен признался о своих проблемах со зрением. Честно говоря, мы не понимали, о чем он, но потом Артур рассказал все сам. У меня частичная атрофия зрительного нерва, нистагм, еще куча всяких болезней, которые трудно и долго перечислять. Скажу о нистагме то, что это глаза бегают из стороны в сторону. У меня нет никаких отклонений. Я общаюсь со своими друзьями, которые здоровы, и даже не чувствую себя лишним в их обществе. Я учился в обычной школе с обычными детьми. Ухудшенное зрение мне никак не мешало в учебе. Я в жизни не ношу линзы и очки, потому что у меня нет коррекции и улучшения. То есть я что в очках, что без очков вижу одно и то же. Герои этого выпуска уже совсем не маленькие. У каждого из них есть свои планы на будущее. И Артур, и Альберт точно знают, кем они будут. Хотел бы служить в МЧС, чтобы набраться навыков, чтобы потом в дальнейшем работать в МЧС, спасать, помогать всем, чтобы все было хорошо. Я учусь в СТФК, это Стерлитамакский техникум физической культуры, на преподавателя физкультуры. А в будущем я бы хотел освоить еще спортивную медицину. Ну и по традиции мы задаем главный вопрос нашим новым знакомым. Кто такой герой и чувствуете ли вы себя героем? Слушаем ответы. Пока не могу сказать. Сейчас мне 18 лет. Я вот уже сколько лет хочу в армию. Надеюсь, что побыстрее заберут. Хочу защищать свою родину. Героем я себя чувствую, потому что, несмотря на свою болезнь, я достиг таких результатов. Впереди еще долгий путь. Самым главным для меня событием должна быть только поездка на Паралимпийские игры. И не только быть как участником, но и победителем или призером. К сожалению, друзья, нам пора прощаться. Сегодня мы познакомились сразу с двумя героями. Лично я уверен, что Артур обязательно станет призером Паралимпийских игр. Альберт, став профессиональным спасателем, спасет еще много жизней. И мы не раз им скажем: ты настоящий герой.